Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Наверное, есть среди вас, я надеюсь, которые когда-нибудь брали книжку в руки про Оливера Твиста. Чарльз Диккенс, знаменитый английский писатель, который написал очень много рассказов, поэм, романов. Но самый знаменитый его роман этот «Приключения Оливера Твиста», бедного несчастного 10-летнего мальчика в обитаемом городе Лондоне, очень далекий в викторианскую эпоху. Сам Чарльз Диккенс этот роман написал в очень молодом, зрелом, но молодом возрасте. Ему было 25 лет, когда он написал вот этот семейный бестселлер. Вы представляете, даже тогда, в 1841 году, одна из глав вот этой повести был помещен в Санкт-Петербургском каком-то журнале, литературное слово, вот этот журнал, он был помещен даже тогда. Вы представляете, какой это имел масштаб? 25-летний молодой начинающий писатель, и он написал такое произведение, которое, это самое знаменитое произведение всех времен, можно так сказать, потому что только одних фильмов по мотиву вот этого романа снято 22 телесериала, мюзикли. И самое интересное, мне очень нравится, кто-нибудь смотрел «Том и Джерри»? И вот самый смешной эпизод вот этого «Тома и Джерри», когда этот Том и Джерри, вот у них про их детство рассказывает, и там очень смешно, это вообще, как бедные несчастные, они там с голоду, этом Лондон обитали там, попрощаемся, очень смешно, я вам советую тоже. Вот этот детство Тома и Джерри снят по мотиву этого романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Я надеюсь, вы, если не прошли этот роман, вы хотя бы посмотрели фильм. Самая последняя экранизация этого фильма, я вам просто советую, чтобы вы хотя бы поняли какой-то масштаб. Вот роман Полански, всемирно известный кинорежиссер польского происхождения, вот снял в 2005 году вот этот фильм «Оливер Твист», хотя Чарльз Диккенс написал его в двух частях, и вот эта часть Оливера Твиста, вот Роман Полански взял только часть вот этого Оливера Твиста. Я, если честно, вчера снял очень такой долгий ролик про этого Оливера Твиста. «Спасение», я его озаглавил «Спасение Оливера Твиста», ингушский, нарский эпос, и, короче, две вот этот представитель ингушских амазонок, вот это Курхас и вот этот, типа отправились на Хуртке из Владикавказа, города Буро, в город Лондон, чтобы спасти Оливера Твиста. Так как они преследовали не благородный цель, а меркантильный, вы знаете, ингуши какие они на такое. И вот они решили спасти его брата, законорожден, так как они считают себя. Но это такая была маленькая ремарочка, кто-то даже и не понял бы, поэтому мне пришлось прочесть весь этот текст про Оливера Твиста. Это выглядело, а не свежо, как-то механически, поэтому я решил сегодня своими словами говорить. Вот роман Чарльза Диккенса «Оливер Твист», он в двух частях, но основное это приключение так и называется «Приключения Оливера Твиста». И вот этот, короче, их отец, я не буду останавливаться по фамилиям, нам это не надо, краткое содержание вот этой истории.
он не по любви, его родственники заставили жениться на девушке, чтобы свое благосостояние поднять, и там в этом законном браке родился у него сын. Потом он встретил другую девушку и влюбился в эту девушку, и у них родился они незаконнорожденный вот этот Оливер Твист. Казалось, вот это старший его брат рос в роскоши, все вот это, а он, мать умерла у него при родах, и он попал в этот работный дом. Кто не в курсе, раньше, как этот колонии для несовершеннолетних, чтобы они вот туда помещались, эти маленькие дети, лет 8-10 там, а без разницы, у них это рабский труд. Вот этот Чарльз Диккенс, начинающий молодой писатель, решил вот так заявить вот этой английской империи, что вот он не согласен вот такой расстановкой вещей в Лондоне, где это было, тогда это была мировая цивилизация, и сложно было понять, почему даже в таком прогрессивном, не прогрессивном по нашим меркам, а в таком развитом индустриальном городе вот такое происходит, детский труд вот это. Вот этот герой Оливер Твист очень попал в жизнь, очень сложную жизненную ситуацию, он нищенство, но вот что у него было, это гордость, это честь, это достоинство. А противоположность его старший брат, который был подонком, негодяем, лицом, он, вот, чтобы лишить вот этого, так как отец был из порядочной семьи, он оставил обещание, если Оливер до совершеннолетия останется порядочным человеком, вот он какое-то частное наследство отдаст ему. Конечно, он оставил наследство своему старшему сыну, который его звали Эдуард. Даже я сейчас могу вам фамилию. Зачем это? Сюжет вот есть. Эдуард Лифорд, вот это брата вот Оливера Твиста звали Эдуард Лифорд. Отец у них звал Эдвин Лифорд. И вот это, вот такое, и так получилось, что мать вот этого Эдуарда Лифорда тоже умерла. В то время очень было, вы знаете, да, 1800, но это роман написан в 1837 году, но это имелось в виду еще раньше, скорее всего. Вот он взял, вот когда в городе Владикавказе ингуши подписывали вот этот договор с Россией в 1810 году, вот сам этот Чарльз Диккенс родился в 1812 году. Вот это время, когда ингуши решили предать своих кровных братьев. Да вот очень, я вчера ночью думал об этом, думаю, как это между нами, чеченцами, вот ингушами, вот как этот роман, вот Чарльз Диккенс, как будто бы специально написал для нас, где порядочность, где предательство, где ложь, лицемерие, где честь и достоинство. Вот даже вот мужество вот этого 10-летнего ребенка, вот это ошеломляет, вот как он достойно все это переносил. Какие бы трудности, голод, не голод, вот он все это переносил через себя и остался порядочным человеком. Вот какой он добрый, и какой вот этот Роман Поланский, вот хвала, вот я просто хлопаю в ладоши, вот этот режиссер всемирно известный, вот он Оливер Твиста. И я сразу вот про это Том и Джерри, вот как это было вообще смешно. Я уже забыл этот, я помню, что я очень много смотрел Том и Джерри, но почему-то один вот этот про детство меня всколыхнуло, меня вот взволновало, а потом я даже не знал, что это про Оливер, это из романа Оливер Твист. И вот как один такой бродяга, какой-то наглый шулер, вор,
самое интересное, вот старший его брат, Эдвард Лилифорд, вот он был вором. Он хотел прибрать, даже получил наследство, он еще хотел прибрать рукам вот это наследство вот этого Оливера Твиста и его банду, хотел испортить его репутацию, так как отец совершеннолетие, он должен был, здесь останется порядочным человеком, он должен получить это наследство. Столько там, казалось бы, мелочей. Я ребенком прочел вот этот Оливер Твист, Том Сойер, Гюльберг Финн, вот убить пересмешника Харпер Ли, вот над пропастью воржи, вот эти Челленджер, вот это. Я все эти мировые произведения, конечно, мое благо, что я это прочел и в фильмах посмотрел. И для меня очень было важно вот это вам рассказать. Я думал, это получится очень так. Вот это, есть такие тупые, непонятные, я извиняюсь, конечно, которые даже руки никогда книжку, они держали, только живут в этих социальных сетях, и вот трехминутный им нужен вот этот ролик, чтобы понять суть дела. Это как бы, я тоже извиняюсь, как бы быстро снять нижнее белье, и вот это не бывает, это надо вникать в суть. Это даже нижнее белье, когда ты ходишь в магазин, нужно выбрать со вкусом. Это даже, точно так же, как ты подбираешь вот этот парфюм, или костюм, или что угодно. Ты же не первую попавшую вещь берешь. Короче, там очень много вот таких вещей. И конечно, я снял по Оливеру. К сожалению, я его не поставил. Хорошо, что я этого не сделал, потому что это было бы очень много таких непонятной критики. И поэтому я решил... Ну, там я, конечно, это придумал, целую историю, как этот Курхас и третий ингушский женский пол исти, оказывается, у них в женском, вот этом третий еще оказывается пол, как в Европе, как в Америке, третий пол. Ну, там трансгендер, я не знаю, кто это, транссексуал, транс, я не знаю, как это называть, или она была женщина, мужчина, потом мужчина, женщина. Но это ингушская история этих амазонок очень сложно мне понять, как чеченцы, вот после этого ихние вот это соотечественники пусть заботятся об этой проблеме, это не наша проблема, это их разговоры, это их рассказы, мы просто их комментируем, и потом из нас вы хотите делать дураков, приходите и что-то возмущаетесь, а вам не стыдно? Я считаю, вы думаете, у меня я посмотрел в YouTube, сколько у меня лайков, сколько комментариев. Представляете, 3900, при таком низком рейтинге я получил 3900 лайков, и вот десятки тысяч этих комментариев, и вот это, вы знаете, это потом, как будто бы это я придумал, как будто бы я сижу, вот это даже в Бангкоке, в Грозном, или не знаю, где я, в Нью-Йорке, мне делать нечего, и я осмехаюсь. Да, я хочу вашу показать. Это своего рода протест. Можно сказать, итальянская забастовочка. Вот перед вами ставлю зеркало и говорю, смотрите, это Танзила, я что-то придумал? Величайший ученый ваш из Нечаха Ахриева. Она про этих амазонок, а ей не стыдно, амазонки, любого другого национальности человек, амазонки, это голое тело, это даже я сейчас не могу вам сказать, вот французский, это подробно все, до нас это все описано, и в фильмах сотнях показано. Эти голые тела, эти голые задницы. Амазон вот это они с природой как-то вот взаимосвязаны. До них еще цивилизация не дошла. Вот этот
По нашим современным языку это дикари, которые нет таких вот это. И, и, и вот вы вот этим гордитесь, вот это у вас эта история. Пожалуйста, я вас за руки, не держу, и это ваше утверждение, я соглашусь, короче. Потом я думаю, у меня во всех комнатах компьютеры, там лаптопы, везде все, техника вообще, принтер, который 10 тысяч книжек я могу вот, печатать книжечки. Все у меня есть, все это дорого стоит, все я вот это, хотя и старая вся техника, но все равно оборотно. Такой принтер даже на нашей работе огромные, самые крупные в Европе вот это медицинское учреждение, у них нет такого принтера, как у меня дома. Но я, конечно, это 800 евро, я туда краска, цветные, вот это, HP, вся техника HP, только я фирменную вот это беру, потому что очень полезно иногда иметь, вот многие меня не понимают, зачем тебе огромный принтер дома, который в промышленных вот этих типографиях и вот это. Но это моя причуда. Почему и нет? Поэтому оно очень пригодилось. Вот это, я вот это про Оливер Твиста снял, потом думаю, нет. А потом я же это начал с нарского, вот, ингушского эпоса. Я пошел просто, что говорит интернет про этот нарский ингушский эпос. ВКонтакте, в социальных сетях там очень много идет вот это обсуждение, дискуссию насчет этого. Я это все полистал, думаю, зайду к Википедии. И вот там, короче, очень коротко, какой-то фрагмент, вот это 72 год, и вот вошел вот это того, что вот это Дахиго, вот это, Ибрагим Дахиго, вот этот был, вот он был редактором вот этого кавказского, чеченского эпоса, вот он, вот это, я героического чеченского эпоса, по-моему. Я сейчас, давайте я лучше, я не люблю читать, вот это и Тиндишо, ингушский Кендишо, герой нарского эпоса Ингуши. В нарском эпосе отец Тинди, мать Шоа, обладает невероятной силой. От ее прикосновения ломаются кости. Женат на дочери Сеска Солсы. Дочь Сеска Солсы родила от Тинда Шоа 3 сыновей. Один из них поселился Эгикал, второй Хамхи и третий в Тардиме. Но это вы знаете, это вот это вся эти вот эти сказки в 1972 году это написано. Долгатом в 1972 году он был научным руководителем вот этого проекта, где работал наш Дахиго. И вот героический, и вот так он назывался, Долгат Уба, героический эпос чеченцев и ингушей редакции Ибрагима Дахтилгов, М. Наука, 1972 год, 469 страниц. Потом из этого, из чеченского эпоса, написанного в 1972 году, он сделал копию, вот этот, как это называется, скопировал и написал Дахтилго ингусский нарский эпос «Нальчик ООО Тетраграф» в 2012 году, за 2 года своей смерти, 599 страниц, 1100 экземпляров, и понятно, да? Это чеченский героический эпос чеченцев и ингушей. Слово чеченец ушел, и остался слово ингуш. И вот это интересно.
Даже вот есть Долгат, оба, героический эпос чеченских гущей, Москва, наука, в 1972 году. Короче, в Москве это было издано в 1972 году, этот, его руководитель, он не был никем там, он был вот это, он просто под редакцией Ибрагима Дархигова, вот это написал эпос про чеченцев и про ингушей. И вы знаете, руки у ингушей не такие порядочные, а все вот в Грозном мы жили, в Грозном мы учились, в Грозном мы выходили замуж, женились, работали на этих заводах, ходили в эти супермаркеты, гуляли по этим проспектам, набережным, по этим бульварам. И нам казалось, ингушам, что Грозный этот не чеченский город, это ингушский город, потому что чеченцев не существовало. Существовали мы, ингуши, великая нация, великий народ. Почему-то было оно приложение к чеченцам, до этого было приложение к осетинам, а потом приложение к чеченцам. И вот этот товарищ, который родился в 1937 году в городе Владикавказе, раньше Орджоникидзе, Северо-Осетинский СССР, сейчас Северная Осетия, Осетинский СССР. И вот он по депортации, после депортации, почему-то не обратно поехал в свою Владикавказ, свою Северную Осетию. Нет, он не захотел. Он захотел быть великим человеком в Чечне. И поступил в Грозненский пединститут тогда, с 1971 года, он называется Грозненский университет. В 1972 году вот он закончил вот этот университет, и там обосновался наш дорогой, очень знаменитый ингушский краевед, сколько у него регалий, вот там он обосновался в 1962 году, вот это Грозненском, он назывался педагогический институт, потом переименовал в 1971 году, его переименовали в Грозненский университет. До этого он был, скорее всего, реально учился, просто я не смотрел историю вот Грозненского университета, потому что нет надобности. Примерно мы знаем, как это, потому что он реально учился в Грозном, существовало. Вот это Арби Магомед Мамакай, многие вот этот чеченские писатели, ингушские, народные, народные проходили вот эту школу. Вот это реально, это было раньше революционного, а потом этот институт превратился, потом превратился в университет, вот там он, вот этот товарищ Дахиго Ибрагим, заведовал вот этой кафедрой, да, ой, специалист филологии, все как положено. И вот он еще молодой специалист, ему сколько, 30, если он родился в 1937 году, 47 ему 10 лет, 57 20 лет. Представляете, 20 лет он приехал из Высылки, в 57 году приехал в Чечню и сразу же поступил в Грозненский пединститут. 20-летний парень. Он приехал большим мусором в голове, с великой миссией, что, ну, понятно, там без Идриса Базоркина не обошлось, потому что писатель ингушевед всех времен и народов, вот он и в Казахстане, везде там ячейки, где можно было их состряпать, вот, и вот он возвратился в Чечню, в 1957 году поступил вот этот чеченский, чечено-ингушский пединститут, педагогический институт. И вот в 1958 году он начал свою 21 лет ему, вот это Ибрагима Дархигова. Это очень важная личность ингушская, вот это. Все, что потом случилось в Ингушетии, вот этот человек. Идрис Базоркин, их отец, основатель, кормчий, вождь. И вот эти Исаак Зою, вот этот Ибрагим Дархигов, вот этот Мальсагов, вот этот, их очень много, вот этот Муса Долгиев, вот этот Бексол Сейнариев, Бекбулат Богатырев, ну, короче, очень большая ингушская интеллигенция,
Чеченской республики. Вот Чечено-Ингушская ССР, они морям и Елхорой, конечно, не принадлежала вот этому обществу избранных, потому что она родилась в 1956 году, и как это по этой экземпляре, она в 1961 году, почему так поздно возвратилась. Скорее всего, в 1957 году они тоже приехали, но вот так решили, что вот, чтобы не сказать, что с годовалым ребенка, вот это, в 1957 году, если они, чтобы не сказать, что она, можно сказать, родилась в городе Грозный, Чечено-Ингушская ССР, вот чтобы этого не было, она решила изменить свою биографию. Так, в 1961 году мы приехали. Хорошо, поверим на слово. Там Грозный 28-й какое-то училище. Она, даже я не читаю с этих листов, это я просто знаю. И вы потом в конце поймете, к чему я иду. С чего я начал, к чему я иду. Вот это ингушский нарский эпос, выдумка всех времен и народов, вот все, что у них, вот так все выдумывается на ровном месте. Чеченское мы берем, оттуда чеченцы мы убираем, оттуда описываем ингуши, все, ингушский великий нарский эпос. Он это, Ибрагим Дальхильгу, не писал в городе Назрани, даже не в городе Владикавказе, где он там родился. Нет, он не возвратился обратно. Если такой величайший вот это. Вы заметили, все они патриоты, большие патриоты Ингушетии. Северной Осетии, город Владикавказ, пригородный район. Очень мало патриотов с Ингушетии. Конечно, тогда слово Ингушетия существовало как Чечения, Ингушетия, отдельно такое образование не было. Но давайте медленно, тихо будем двигаться дальше. Информации очень много, я боюсь сейчас запутаться, сотни имен, чтобы вы запутаетесь, вы не поймете, это я могу, конечно, рассказывать, вам все рассказать, вы запутаетесь, о чем это речь. Какая-то кооператив Ингушетии, который решила, почему-то все возвращались в город Грозный. Вы представляете? Потом только, вот даже Марьям Ялхарова, такая патриотка Ингушетии, не возвратилась в Назрань, не поехала в Ингушетию это обследовать. Этот Ибрагим Дальхильгу не возвратился, когда хотя бы в 92 году, хотя, может быть, и в 89 году, когда они сказали, что прощайте, чеченцы, мы с вами не будем, у нас будет отдельная республика, это уже было понятно, что нужно уже паковать свои чемоданы, вокзал Назрань. Но нет, мы все до последнего, вот это тоже очень странно, потому что кто-то сказал им оставаться в городе Грозном до последнего. Для чего это? Чтобы все прибрать своим нечистым рукам. Как вам такое предположение? Я это могу доказать, я могу это рассказать. Я не историк, не политолог, не филолог, не профессор, не академик. Я всю свою жизнь я писатель. Я себя считаю писателем, потому что, честное слово, вот поверьте моим словам, я за один день, за 2 часа могу сотворить произведение. Но, к сожалению, из-за таких, как этих Мусы Дальгиевых, этих Ибрагима Дахильковых, этих русских бузуртанов, которые осели это в городе Грозном, захватили все чеченское. Вот они все это захватили, все типографии, издательства, все эти профессоры, директора, даже вот этот Марьям Ялхароева, это не просто так. Она потом, когда окончила школу, сразу Чечено-Ингушский госуниверситет, сразу должность директора. Только они могут быть начальниками. Вот это все вот распределили весь город Грозный, который самый большой город Северного Кавказа, он считался, после Ростова и Краснодара. И вот они, Волгоград там тоже присутствовал, но Грозный очень такой мощный культурный центр Северного Кавказа был. Вот они все с Казахстана обратно свои Ингушетии
Вот эта Марьям Егахарова родилась в селе Арамхи Джиравского района. Она не поехала в город Азрань, нет. Обратно. Куда? Город Грозный. До 94 года, до начала Чеченской войны, все ингуши, вот даже этот их великий кормчий, вождь всех ингушей, вот Идрис Базоркин возвратился в город Грозный в 93 году, и надо же было, ни одного дня в Грозном он не прожил, но приехал умирать в город Грозный. С этого с Владикавказа пришлось уехать. А почему он мирную Ингушетию? Он не ингуш душом и телом. Всю свою жизнь он посвятил этой Ингушетии. Всю свою жизнь он посвятил, вот, чтобы правдами, неправдами, ложью, не ложью, вот создать из ничего, вот он решил лепить эти Ингушетию. Он слепил его, монстр. Монстр, что вот сейчас мы видим, они 33 года их независимость, мы видим, какие они молодцы. Вот за Ингушетию они, я не знаю, вот поэтому Оливер Твист, поэтому за эту Ингушетию, вот и там тоже его, за эти деньги, за эти богатства, за эти, вот это, они готовы убивать, они готовы резать, они готовы красть, вот это Оливер Твист. Азрань это Чарльз Диккенс, скорее всего, я не знаю, он просто глядел в воду. Вот как он, вот, вы не представляете какое-то произведение семейное, и вот как оно подходит к вам, ингушам. Вот Оливер Твист это мы, чеченцы. А вы, товарищи ингуши, Эдуард Лифорды, Жицы, Лгуны, Врушки. Ваши эти, оказывается, я вчера тоже затрагивал тему писателей чеченских и ингушских, и сейчас я очень далеко зайду, может быть, мне не стоит, но я посмотрю по ходу дела, как это все будет выходить. Ой, я так думаю, сейчас я разойдусь, вы тоже, вам это очень большой массив информации. Я тоже, честное слово, поэтому я иногда очень говорю коротко, иногда я даже обрываю эти фразы, потому что, знаете, в которой человек не в курсе, который не в арте, это очень сложно это все понять. Вы меня, ингуши, вы меня вот тысячами оскорбляли, вы меня унижали мое достоинство, вы хотели, вот что только вы не пишете, да, сейчас, придумать всякие вот это, что хотите, то пишите. Вот вы знаете, вас всех собрать вместе, всех этих профессоров, всех вот этих щоблов ваших, провокаторов, все вот это ваше, что у вас есть, это ваше. Потому что в 3 поселках Азрани не могла зародиться всемирная цивилизация. И вот вы, вот даже, вот знаете, ваши, вот даже этот Танзила вообще позор, это дочь, только с внешности, она симпатичная девочка, она с внешностью решила. Вот тут в 2008 году поступил в Назранский вот этот университет, где это Дахигов, вот этот знаменитый наш Ибрагим Дахигов, вор, вот тоже еще один вор. Вот это все связано оттуда. Вот он там преподаватель, вот это исторически вот это она поступила в 2011 году, как бы она окончила вот этот на Надзранский, как это, 2008, 9, 10, 11, да, может, 4 лет она. Потом сразу по 2011 году побежала в Москву, вот это Миклуха Маклаева, вот там аспирантура. И вот там в 2012 году почему-то резко она пишет вот это, докторскую. Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает вот это, как русский Узуртанов, вот это нарский эпос он написал, он показывал, как это фронт, как он эту работу делал. Мне это напомнило советские наши работы. Я тоже 15-летним, 14-летним подростком вот так писал рукой на этих тетрадях общих, и потом их клал там, соединял вот это. И вот это, записи вот это Дахилькова, вот этот Ибрагим, скорее всего, отдали вот этому
Руслану Бузуртану, великому ученому Ингушетии. И вот он решил воспользоваться материалом вот этих у Долгатова, он был секретарем там на подхвате, даже на вип-сотрудников, он на подхвате вот этого он был. Потом он там вот это, и вот в 2012 году сам написал «Нарский эпос», и потом Руслан Бузуртан, конечно, он как-то ссылался на какие-то источники, а вот у русского Бузуртана же нет никакого образования, ничего. Он может, как хотят эти ингуши, вот так сочинить эти сказки. И вот эти записи попали к нему, кто-то добрый, кто-то дали, они вот так друг другу вот это помогают. Оказали медвежью услугу вот это русскому Бузуртану, отдали вот эту запись, которую он украл, находясь в Чечено-Ингушском госуниверситете, находясь на этом, вот это, на должности, вот находясь вот научного, вот это, его руководитель был знаменитый вот этот Долгат, который написал в 1972 году вот этот героический чеченский эпос. И вот это, вот запись вот этого, ну это, вот это, я так и говорил, раньше в своих выступлениях вам говорил, что это не чеченский, а ингушский вот госуниверситет, который в 93-м году, по-моему, в 94-м году создан это университет ингушский, но в 93-м году, по-моему, Чахан не Ахриева, вот, или вот так, или вот он на год позже, или на год раньше, вот так, университет Чах Ахриева, вот это кузница всего вот это фальсификаций, всех этих имплитаций, всех этих поддельных фальсификаций, всех этих поддельных вот всего вот эти две эти кузницы, конечно, потому что с самого начала вот этот Ибрагим Дахильгов в 1958 году 21-летним парнем, находясь на территории Чечено-Ингушской ССР, являясь, он еще только поступил в этот пединститут, почему-то решил обследовать Ингушетию. Ингушские, вот это все. Чеченцев мы находимся в чеченском городе Грозном, на территории Чеченской Республики, и вот мы только вот пользуемся своим служебным положением, ситуацией, обстоятельствами, вот приносим вот так пользу ингушам. Сами ингуши, которые чистокровные, родились на этой земле, вот они труженики, они молодцы, они живут в своих Назраново, Плиево, Кантышево, вот это верхних, нижних очелках, это Жайрахи, везде они живут, проживают, и им нет вот, а вот эти ингуши, особые ингуши, которые пласт вот этого Владикавказа, это пригородный район, вот они почему-то, я не знаю, какую-то затаили злобу на нас, чеченцев, вот они вот скрытая враждебность у нас к нам, они вот какую-то вот это, знаете, поступали эти училища, вот это Исаакадзо, где село Ангушт, где город Грозный, 150-200 километров от нас, другая территория, другая республика, нет, нужно, потому что Идрис Базоркин сидит в Владикавказе, всем этим руководить, Дахильгов Ибрагим сидит в Грозном, в Чеченском госуниверситете. Вот они вот так руководят вот это. И когда этот окончил Дахильгов Грозненский университет, к тому времени, уже 71 году стал университетом, 62 году, в 71 стал институт. Не педагогический институт. Ну, разницы никакой. Вот. Он закончил вот этот Грозненский и сразу поступил на работу в этот университет. И Исаак Адзой своим провокатором, другом, поэтом прискакали в город Грозный, чтобы поступить педагогически в этот институт, поступили, потом про высылку.
А мы знаем, что вот я напечатал 16 страниц вот этой автобиографии, вот это Идриса Базоркин. Он кто? Поэт, прозаик, романист, все, в нем все, что угодно. И вот этот великий Базоркин написал стихи, вот сунул Иси Кадзоеву, своему вот куратору Северной Осетии, давай поднагадим чеченцам, вот как мы же должны им ответить, почему они нас присоединили к себе. Вот логики вот этих ингушей, вот, а вы читали, спасибо вот этому русскому юристу, который вот собирает почему-то библиотеку чеченцев и ингушей. Вот он все, что вот связано с ними, он туда кидает, какой-то сайт у него, и вот там вот это стенография, вот это второго ингушского съезда вот 1989 года в Грозном, вот прочитайте, вот все насильно их, вот можно сказать, вот их я не знаю. Как это насильно? Вот они в Ингушетии, Осетии находились, вот этот пригород прибрали к своим рукам. Владикавказ прибрали к своим рукам, а потом начал смотреть в сторону Чечни. Почему бы нам не прибрать чеченские эти земли, все вот это к своим рукам? Вот это сегодняшние вот их крики, что Аргун наш, до Аргуна нашей земли, Шатой наш, Итубкали наш, все их, Гудермес, ингушская милиция там прошла по Гудермесу, где-то в каком-то романе, кто какой-то русский, или я не знаю, написал об этом. Они на службе царя были, и Гудермес наш ингушский, видите, там полиция была. Ваш Калиматов, хорошо, спасибо ему, такой порядочный человек. Он просто, когда он принимал эту присягу, он просто взял договор ингушей до 1810 года, вот он на все случаи об этом подробно, четко, сколько вот этого, сколько собралось их в Владикавказе, сколько тайпов, все он вам рассказал, товарищи. Какие вы взяли на себя обязательства, что вы взамен вы получили, вы жили в этих ущельях, этих крысиных норах, вас, вот после того, как в 1810 году вы подписали это, вас разрешили на плохо. Это не я говорю, это ваш Калиматов. Спасибо, человек, вот принимал, мог бы просто принять присягу и без этих подробностей, так как он юрист и решил блеснуть своим знанием. Молодец. Вот так как я писатель, я вот своей эрудицией, философским вот этим подходом, я хочу вас, я надеюсь, у меня получится, потому что собралось очень много материала, на Новый год, на Рождество я хочу кинуть вам подробную информацию, почему и зачем. Как в индийском фильме «Кто и как», вот точно то же самое. Я преследую такой же цель, кто и как. Зачем им нужно было вот фальсифицировать чеченскую историю, почему они пришли к нам в 1934 году, какую цель они это преследовали. Потом, после выселения, почему они массово начали поселяться не в Владикавказе своим любимым, не пригородный район, там тоже не поселялись, конечно, поселялись. Но Назранский район, Джерасского, на этой территории никто не хотел. Вот это было мертвое, безжизненное пространство. Те, кто там родился, они возвратились, они поселились в эти дома, но вот ингуши почему-то многие Грозные. Вот какой-то, как будто бы вот это кажется, это просто, нет, это великие, это все эти писатели, вот это, сколько их собралось в Грозном. Это кошмар. Сама Ингушетия такая копеечная, маленькая, они зрачные. И вот весь, вот я ребенком, книжки помните раньше, кто в советское время это помнит, книжечки, такие толстые сказки про этих народов, сейчас ингуши не говорят, это наши народы, про этих великанов, про этих, даже я сейчас, если я очень много сказок могу вспомнить, я не хочу это вспомнить, потому что потом ингуши скажут, это их сказки.
И это все ингушские, вот это Мальсагов, вот это Дольфиговы, вот все ингушские фамилии. Тогда это казалось наши чеченские, но оказывается нет, это враги. Это враги, оказывается. Вот они, враг у ворот называется это. Осели у нас подрывную деятельность, что проводить подрывную деятельность. Все захватили, что можно было захватить в Грозном. Чеченцы места не оставили. И вот они с этими русскими тоже, понятно, русские тоже нас, они любили. Они хотели нас унизить, они хотели нас принизить. И вот это же, они сейчас и не вчера, их союзник, кто? Это ингуши, не чеченцы. И, но они должны с нами считаться, потому что мы всегда показываем, кто мы такие. Достойные, свободолюбивые люди всегда почет. Поэтому они просто, потому что нас любят, просто приходится им считаться нашим мнением, потому что такое гамбуши, я извиняюсь, конечно, что такое чеченцы. Это большая разница. Я вам объяснял. Масло, маргарин, вот это, чем они отличаются? Маргарин искусственный, а масло это настоящее. Вот то же самое. Вот. Или золото, или серебро. Или я не знаю. Вот это так. Вот это так. К сожалению, я хотел бы... Я просто говорил про Танзилу Чебиеву. Вот как вот человек в этом... Она родилась в 86 году в Чечено-Ингушской ССР. Если 86 год, 96 год ей сколько? 10 лет. 2006 год ей 20 лет. В 2008 году ей 22 года, она поступает туда. И вы понимаете, вот я не знаю, вот, может быть, от того, что мать была очень прогрессивная, там, я не знаю, депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР, там же, может быть, она вот так сразу сориентировалась, сперва поступила в Азранский университет, потом сразу же, не отходя от кассы, вот как я сейчас рассказывал, побежал туда. Самое главное, это внешность, молодость. Почему-то в этой стране, и сразу же, 2000, вот это самое удивительное, в 2011 году она окончила Азранский вот этот университет, потом или в городе Магасе, мне без разницы. Для меня Азран это столица, Ингушетия это... Я ассоциирую город на Азран с Ингушетией, поэтому я не буду вот подробно. Мы знаем, что это Магас, не Магас, вот, поэтому некоторые вот потом вы будете писать, чтобы меня разозлить, но у вас не получится. Вот это мне, вот я просто начал говорить, потом это масса шквал информации, я просто пошел рассказывать про других. Вот в 2012 году, вот она поехала в Москву поступать в Маклух аспирантуру. И представляете, и как она как успела написать такая, вы видели, как она разговаривает? Видели? Да, по-русски она шпикает хорошо, я это могу признать. Я тоже, знаете, когда я в врач хожу, я говорю на 5-6 языках, вот на всех языках я говорю одинаково, вот так быстро. Многие удивляют, как ты хорошо говоришь на каком-то языке. Это у меня разговор речь, я очень быстро говорю. И вот она, как она сумела написать вот этот докторскую, вот это меня удивляет. 23-24 лет девушки, какого не вундеркинд, родилась в каком-то поселке Троицком, Сунжерского района, казалось бы, я не знаю, и не Алма-Матер, вот сейчас она, ее знания, я вам объяснял, что она владеет знанием девятиклассника. Вот, скорее всего, вот так, внешностью она решила покорить Москву, и покорила, я уверен, покорила, и работу везде, везде. Вот сколько я, десятки видео репортажей про нее, вот в московских разных студиях, известных, неизвестных, вот везде бегает, везде успевает, и написать докторскую, и обследовать всю Ингушетию, и Осетию, и Чечню там,
все это, что где не хожу, это по башням бегать, по горам лазить. Ой, комсомолка, пионерки, я не знаю, как это, кавказская пленница, вот это была комсомолка. Везде успевает. Вот молодая, еще самое интересное, в социальных сетях эти фотографии, вот это какие-то мероприятия, сколько она этих лекций, я вообще удивляюсь, вот откуда это все. Вам не кажется это странно? Вам не кажется, что это как бы материя? Вот они решили найти красивую девушку, она сейчас, просто я имею в виду тогда, вот это, решили, посмотрели, что она подходит, какой-то вот это университет, Азран какой-то, я не знаю, какая-то сектантская у него, вот это, подходит, вот, потребительское отношение к этим студентам, во благе, вот во благе мужчины решили точно так же Танзила Заура, вот это Дельхиго, вот это всю свою жизнь, 1957 года по 1994 год, пока не начала Первая Чеченская война, находился в городе Грозном и преподавал вот это, не то что преподавал, это возглавлял вот этот Грозненский университет, там факультатив, там, я знаю, филология, декан, не декан, вот это странно, вот это, и почему-то, мне кажется, Кассандра, так как Идрис Базорка мог бы быть вот этим материнским плато, но так как он находился в Северной Осетии, не хотел принципиально в Чечне-Ингушетии, там он их брезговал в Чечне-Ингушетии, типа, в случае с Осетией, своими братьями, там, и Владикавказ имеет, хотя провинциальный городок был тогда, по сравнению с городом Грозным, где жизнь бурлила, там, 4 нефтяных завода, 208 всесоюзных предприятий, 6-я экономика СССР, а не России, а СССР была 6-й экономики СССР, 280 промышленных предприятий. И казалось бы, все там режиссуры, все писатели, поэты, все ингуши сотнями там бродят, ходят, там разгуливают, вот, бросают этими высокопарными словами, смотрите, какие мы вот такие. И вот это, почему-то даже это Идрис Базоркин не захотел там остановиться, вот этот Ибрагим Дальхигов с первого раза, куда он, самое интересное, как они правильно вот это выбирали эти профессии, вот филологи, вот все вот история, что связано, вот все захватили вот эти ингуши. Везде, конечно, там только может один. Если один филолог, он какой-то возглавляет какой-то деканат вот этого, я не знаю, какой-то департамент, вот это, а же не может быть 2, 3, 4, 5. Это было вот это. И вот умело, грамотно, все вот это. Вот Дальхигов находился вот это. Скорее всего, он за эту свою деятельность очень много багажа у него было, вот этих знаний. Он до последнего дня находился в городе Грозном, чтобы потом все прибрать своим рукам. И все вот это, скорее всего, Грозненский университет, вот они ее взяли и переместили в город свой Магасан, Азрань, а без разницы, все вот это, все музеи, все старшее, вот Марьям Ялхарова, понятно, ты такая патриотка Ингушетии, любитель, я не знаю кто, диктор в 91 году стал диктором на этом чечено-ингушском телевидении, ингушского вот это возглавлял вот это. И казалось бы, что ты там сидела? Ваш Ингушетия была создана в 92 году. Почему вы ни один вот это на должностях, ни один до 94, до начала войны, никто не оставил свое рабочее место, не оставил свою руководящую должность. Никто не поехал в Ингушетию восстанавливать Ингушетию с нуля. Вот это очень странная вещь, потому что я заметил в биографии всех вот этих ингушей знаменитых. До 94 года они находились где? В городе Грозном. После депортации куда они приехали? В город Грозный. Сразу что они сделали? Поступили в Грозненские эти университеты, чтобы занимать потом должностя, прихватить эти издательства, все вот это. Вы знаете, сколько народных писателей чечено-ингушетской ингушской национальности? Вы удивитесь, очень много.
Мы знаем вот это Идриса Базоркина, Сейда Чахтиева, по письму 1973 года, когда они решили провокацию в Грозном устроить и возбудить ингушей, вот этот, оказывается, еще был писатель Яндиев и был Муртазалиев, там с Идрисом Базоркиным, ну там вот с Сейдом Чахтиевым, и вот четыре мы, вот я знал четырех ингушских писателей, оказывается, их пруд не пруди, десятки. Маленькие Ингушетии, маленькие, вот даже когда они создавали эти Ингушетии, их было 280 тысяч. Вот даже в советское время у нас по переписи населения в Грозном, я не знаю, очень мало, 100 тысяч проживало их в Северной Осетии. Даже в Чечне Ингушетии их было очень мало. Вот откуда взялись все эти таланты, товарищи? Вот как вы думаете? Я знаю ответы на эти вопросы. Конечно, я задаю сейчас очень многим вопросами. Интересно, вот я не знаю, я не хочу нигде не выступать, а не говорить про это. Конечно, если я бы, вот, надо набраться опыта общественных дебатов, вот я бы с удовольствием. Вот. Очень много всего, что многие даже не хотят это узнавать. Вот это, вот я обследую сейчас, на данный момент решил, думаю, вот, где они, где их начало, их творческой деятельности, откуда они взялись. Вот у меня задача, откуда они взялись, где они родились, где они проживали, куда они поступили на эти работы, какую деятельность они вели. Это очень просто. И вот рисовывается не очень благоприятная картиночка, товарищи. Как чеченцы, вот как быть таким наивным народом, вот я этого не понимаю. Как можно вот пригреть змею, вот тоже непонятно. Думаю, вот сейчас они на втором съезде вот, Ингушева в 89 году в Грозном плакали, у нас застынем вот это, они вот это. Нет, вы сами захотели, вы сами пришли, чтобы захватить все чеченское. Вот мне кажется, потому что очень быстро сориентировались. Даже моя бабушка случайно стала депутатом Верховного Совета Чечен-Ингушской Оссетии в 1971 году. Вот она стала. Даже это, по-моему, был третий созыв или четвертый созыв. Я боюсь ошибиться, я даже не считал. Потому что мне когда временем, я же не блогер профессиональный, и вот я просто свои знания вам говорю. Вот она вот от того, что она была очень известная женщина, она была передовицей Чечено-Ингушской Оссетии, там, ну, знатная женщина. И вот она сидела при Зуне, вот, когда вели трансляцию, она сидела при Зуне, потому что по 2 метра, огромная женщина была, вот, в костюме одета, там, с этим орден почему-то ей вешалось всегда. Вот, я был самым любимым его внуком, вот я с ней жил. Я помню, что я всю свою жизнь провел с бабушкой, и такой знаменитой, она очень была, вот этот Ингуши Боков, не Боков, все писали на 8 марта, на Новый год, поздравления, вот открытки Совета Министров Чечено-Ингушской Оссетии, президиум Верховного Совета Чечен, очень много открыток было у него дома. И вот это странно, вот никто не хочет вот это хотя бы посмотреть, вот их деятельность. Почему они сейчас, это же не может мадам Ялхарова, Ариан, вот она ярый античеченка, вот это Танзила Заур, это новое поколение, понятно. Вот этот Дельхиго всю свою жизнь почему-то провел в Чеченском госуниверситете, все, знаете почему? Потому что там можно было очень, во-первых, связи, во-первых, вот это, вся научная база, он мог любую вот это прихватить и вот это. Потом они удивляют, что Руслан Бузуртанов великий писатель. Вот оттуда, Дальхиго в Грозненском университете, везде вот это все себя подхватывал. Он был еще младшим сотрудником вот этого Долгата, который написал, что греческий эпос чеченцев и ингушей. Это сейчас, на нашем переводе, это нарский эпос, который ингуши сейчас, как туалетную бумагу бросают в сторону, придумали каких-то амазонок, вот это
Курхасо придумали, потом придумали вот этот третий пол женский, который ни в одной мусульманском стране нету, только в Ингушетии он, оказывается, существует. Вот это исти, третий женский пол, обозначение понятно чего. И вот такое событие. О, я боюсь, что я запутаюсь, потому что информации очень много. По каждому вот этому герою, вот этому, но нужно смотреть, их нужно наблюдать за ними, нужно все это смотреть. Хорошо, что сейчас они, если узнают, что мы это все наблюдаем, они решат все это почистить. Будут почищать они сами, чтобы сказать, что это ингушское, они везде, во всех Википедии, везде всю информацию вывесили. Вы знаете, как это удобно с этой информацией пользоваться, потому что все написано, чтобы имя того, что сказать, что это ингушское, они все вывесили, чтобы было все ингушское. Почему-то вот это Ибрагим Дальхиго, вот всю свою жизнь провел в Чечне, Ингушетии, всю свою вот это, все, что он сделал в Чечне, Ингушетии. Слово чеченец там не присутствует, это и великий ингушский. Он не проживал в городе Назрань, на территории Ингушетии, даже на территории Владикавказа, Северной Осетии, пригородный район, нигде не проживал, только проживал в городе Грозном. После выселения потом бегал по этим горам, типа я искал ингушские башни, потому что в чеченских горах он искал эти ингушские башни, вот пользуясь тем, что он является вот это, сотрудником вот этого чеченского вот, пединститута, вот сразу с 58 года, вы представляете, каким должен быть больным на голову человек, что с 58 года он начал вот это Ингушетие. Казалось, Чечения, Ингушетия. Вот нам, чеченцам, так казалось, что вот если ингуш работает на какой-то должности в чеченском университете, он будет точно так же будет нейтральным, будет обследовать и чеченскую историю, и ингушскую. Нет, дорогие мои, нетушки. То, что исследовал Виноградов, другие, вот это все чеченское, вот это другие, вот они у них, знаете, все, что чеченские исследовали, вот они сейчас это поставили на своих сайтах, вот слово чеченец они убирают, и туда ставят слово ингуш. Вот великая ингушская энциклопедия. Вот это не Долгат, это другой, Дахильго. Представляете, он приехал на Назрань, сразу 10 томов. Вот это. Откуда он взял это? Что он написал, сидя в вот этом депрессивном городе Назрани все это? Нет. Когда он успевал это написать, если он был преподавателем в Ингушском университете, потом был директором Ничай Ахриева. Когда он успел 10 томов, только одних вот этих 10 томов вот меня впечатлило, думаю, мама, это вообще кто, зомби? Или это инопланетяне? Вот какой производитель, вот как у Танзилича было, какая у них производительность труда? Вам не кажется, что все это из грозненских музеев, с грозненских библиотек, с ЧГУ, из грозненских университетов, из грозненских вот этих проектных бюро, все, что лежало, они до последнего дня войны там находились, спецоперации под прикрытием, чтобы вывести как можно больше чеченских ценностей. А потом, после 2005, после Второй Чеченской войны, вот тогда, да, ингуши, нарский эпос, это ингуши, башни, это ингуши, танцы, это ингуши, еда, хингал, галнаш, чепелч, это ингуши. Ой, первый институт на Кавказе, это ингуши, самый величайший политик всех времен и народа, не этот Чемберлен, нет, не Чемберлен, не вот этот, как этот, лорд английский, Вторую мировую войну, как он,
Вот не этот, от нас Зязиков. Вот оказывается, Зязиков в колхозе каком-то, вот он возглавлял этот колхоз. Да, представляете, до 1921 году, как они выглядели. Это вам не на территории Назрани, великого города Назрань, который Дальхиго утверждает, что ей 245 лет. Что он знает, я вам вчера, конечно, в моем уроке это было, имя создателя вот этого Азрана, если вы прочтете, вы поймете, что это нечто с чем, конечно. Можно, вот, запасайте мешками попкорна, товарищи. Мешки вам нужно запасаться под попкорном, чтобы триллер, это телесериал будет, скорее всего, двигаться. Я просто должен, скорее всего, какой-то... У меня есть же эти знания академические. Почему я не могу, хотя я языком... Именно того, что у меня проблемы с речью, вот я всегда немножко скромничаю, немножко вот это. А почему я не могу вот так... Не без... Просто их вот... Взял тему, вот рассказ, взял тему, вот это Марьяма Ялхарова, что она делала в Грозном, в каком она школу поступила учиться, какую школу она окончила, какой университет она, зачем она окончила, потом какой должности она находилась. Будем все, вот так и, скорее всего, и надо с ними поступать. Все, информация у нас уже есть, вся информация присутствует. Вы, товарищи журналисты-расследователи, если вас интересует, я могу, у меня нет скайпа, никаких вот этих вещей, я могу специально для вас закачать. Скайп, все, что нужно. Мы можем, или даже WhatsApp, вот это. Если вам нужна информация, пожалуйста, я могу вам представить. Это не сегодня, это я просто, так как я из семьи, я сам родился в таком поселке, где Альбин Мамыкаев был писатель. С одного чеченского села Ведено, Дични Ведено вышло 6 писателей. 6 писателей. Одного села. 6 писателей. Вот это так получилось, ребенка меня представили перед это чеченским писателем, который написал знаменитый вот этот Улахой спектакль, который был популярен в Чечне и Мушете, вот этот Сет Хамзат Нуную. Вот кто-то моих родственников меня привел к нему, он тоже был молодым парнем, там до 30 лет ему, он вторым секретарем в ОКСМ или КПС, я не знаю, он был каким-то вторым секретарем, и так получилось, что меня привели к нему, он решил мне помочь немножко с речью, потому что так как он писатель, вот это, и вот подсказать мне это. Потом вот какой-то он мне произвел очень такое незагладимое впечатление, потому что я знал, что он писатель, но и так как я сам с детства пишу, это все пищу вот человек, мне очень, вот я вот тогда, конечно, решил, что я обязательно стану писателем, режиссером, кинодраматургом, кем угодно, но пишущим человеком. И вот этот Сем Хазад Нунуев со мной посидел, поговорил. Я раньше, я такой был сложным подростком, я боялся взрослых людей, я не знаю почему. Но с ним я, хотя по 30 лет, ну, конечно, если тебе 14-13 лет, тебе кажется 20-летним парень, уже взрослым мужиком, я не знаю, сколько ему, может, даже ему было 25 лет. Ну, такой молодой, такой стройный, симпатичный, очень симпатичный человек. Приятно иметь в виду. Многие меня думают, если я скажу симпатичный, я имею в виду приятный во внешности, порядочный человек, имеется в виду. Вот я коротко говорю, вот некоторые недоразумения, что я так о мужчинах говорю, женщины тоже бывают симпатичные, прекрасные. Но это не грозит такие комплименты мужской стороны. Там сумасшедшие домохозяйки, там бегают по этим площадям. Мужчин нет, вот только женщины добиваются справедливости. Только они, амазоночки наши, хорошенькие. Вот такой. Вот такие дела, так что я не знаю.
Я хочу немножко пару роликов поснимать, потом сказать goodbye. Но, скорее всего, так как я пишу человек, я буду выступать на этой платформе, но вот не будет вот этих эмоциональных речей, не вот это благоразумие призывать, я вас не буду, товарищи Гуши. Вы сами виноваты в своих проблемах. Потом это тоже, мы это, скорее всего, оживем до ваших этих результатов, до вашей вот этого деятельности, которую вы против чеченцев ведете. Это тоже будет раскрыто. Это я просто простой человек, даже, можно сказать, нет никакого у меня специальности, так такого получается. И я это такой простой человек, вас могу раскрыть. Скорее всего, умных людей в Чечне очень много, в Грозном сколько умных людей раскроет вас, раскроет. И Академия наук там находится, и Грозный университет. В вашем университете не 33 года, в нашем больше 100. Так что и профессоров там достаточно, и докторов достаточно. Молодцы чеченцы, уважаю их. Вот что, вот пережив всего, вот Оливер Твист, почему я сегодня возглавил Оливер Твист, вот не теряет, вот что бы с ними ни происходило, человеческое достоинство они не теряют. Вам вообще должно быть стыдно. Вы должны, я не знаю, опущенной головой ходить по этим улицам Азрани, потому что вы это позор, это, конечно, просто чисто от всего сердца я говорю вам, это недостойно поведение. Тем более женщины, тем более старики ваши, вот эти политические, подкованные, домохозяйки ваши, со всех этих, это самое главное, всю провели Чечню, получали там зарплату, там обустраивали свою жизнь, жили в грозненских квартирах, все было хорошо. Потом прискакали Азрань, почему-то, не знаю, это как бы покаяние, они же не были предателями, они же были, это было чеченское официально созданное государственное образование. Почему они сейчас вот такой неблагодарные люди, все это Марьям Яхароева, директриса Грозненская, вот это школе, там, вот это, потом дикторша на телевидении, вот прискакал Назрань, все, мораль ушла, никаких правил, ничего, вот, кто бы понравится публике, старикам, вот, понравится, вот, где-то скажет, вот, молодец, оказывается, она молодец, видите, как она замыщет топит, это ничего, что она предает свою родину, она предает своих кровных братьев. Это ничего, что это она лжет, она врет, она все это придумывает на ходу, вот, придумывает на ходу, поэтому у них такие проколы. Поэтому мы можем спокойно вами вот сидеть на этих студиях и говорить про них без конца. Без конца мы можем про них говорить. Вот вам ваши, вот это. Я, конечно, я знаю, что я очень эмоциональный человек, я могу иногда, вот по ходу разговора, я-то не слышу. Вы не думаете, что я глухой? Некоторые говорят, что ты глухой, ты не слышишь свою речь. Конечно, я не слышу. Я микрофон. Это очень, вы представляете, как это посторонние звуки, ты не можешь сосредоточиться. Поэтому я всегда надеваю микрофон студийный, поэтому я не слышу, что я говорю. Да, я слышу, но я не могу, вот бывает, иногда слово сказал, не четко слышу, и я это пропускаю. Я не могу его вот изменить, я не умею монтировать, я не умею красиво это подавать. Давайте, пусть для этих целей есть подрастающее наше поколение, вот это все. Бывает, хлеб оставим для них. Вот я просто буду сидеть и разговаривать. Надеюсь, я просто перестану это эмоционально брать и не брать, вот это все оставлю в прошлом. И просто буду вот так, как я человек с знаниями, и я
буду, вот, что мне было влито, вот, вот истории, я же, хорошо, что я всю свою жизнь учился очень хорошо. Вот за 10 лет учебы в школе по географии ни одной четверки, тройки, двойки, единицы. Только одни пятерки. История точно так же. Одни пятерки. Я вот это предметы, я на золото, основы права тоже. И так получилось, что мои знания очень, в наше время очень. Вот я знаю и юриспруденцию, и знаю, какие вот это правильно, неправильно, что вот очень могу подбирать, рассуждать, и вас, конечно, взевать вот это. Вас, конечно, ничего не остановит. Знает, когда вор что-то крадет, его по рукам они дают, вот он жажден наживу, вот это, вы знаете, это лихорадка, это сравнение с болезнью, это человек больной. И вот если ему никто ничего не говорит, представляете, эта принцесса наша, это Танзила Чебиева, непонятно кто, она никто. Просто она, как десятки тысяч ингушей, пошла, это высшее образование. Вот она где-то на Дранской, она поступила в университет, вот это сделала, все. Она сейчас все что угодно может делать, все что угодно может говорить, все что угодно может придумывать. Вот за то, что она вот затопит за эти великие Ингушетии, вот все сходит с рук. Где муж? Многие говорят, что муж адвокат, там живет в России, и вот поэтому она вот так себя ведет вульгарно, вот это осетин, не осетин, без разницы, чеченец, он осетин, дагестанец, кабардинец, грузин, без разницы. Знаете, мы не должны разделять кавказский народ, без разницы, главный порядочный человек, вот порядочный человек. И если он порядочный человек, конечно, он бы приструнил бы свою жену, вот сказал, знаете, да, я понимаю, ты политический вот это, но можно же обойтись без этих провокаций, можно же как-то, давай, я человек, я мужчина, вот давайте обойдешься без этих резких движений. Вот скажи, вот то, что есть, не надо придумать ничего. И вот свою жену вот взять в руки, нет, потом они удивляют, я не знаю, как тебе, даже знать не хочу, товарищ, муж это Танзили Чебиев. Точно так же муж это Танзили Заужева. Я знаю, что Танзили уже мать, уже имеете дети. Очень сложно мне вот бывает, она скажет всякое, специально, чтобы нас провоцировать, чтобы потом возвыситься в глазах ингушей. Смотрите, как чеченцы обижают эти прекрасные женщины. Даже многие чеченцы, мои друзья мне это пишут, какая она хорошенькая, что ты обижаешь, почему ты не любишь эту Танзилу Чебиеву. Я его знаю очень давно. Вот знаю я, просто так получилось, что знаю. Я слежу лекции, мне очень нравится, когда кто-то читает лекции, я слушаю эти лекции. И мне вот это странно, вот когда Центральный Кавказ, про этих ингушей, она рассказывала тоже, ни одно слово про чеченцев, как будто бы чеченцев не существует рядом. А это же историк, это вот это, типа доктор, кандидат исторических наук. И вот я просто сопоставляю это фраги, никаких личных вот это, я не смотрю, красивая девушка, некрасивая, страшная, не страшная, старая, молодая. У меня нет вот этого, вот главное для меня порядочность. Вот я смотрю на порядочность. Поэтому я и говорю, она могла быть достойной ингушской, патриоткой. Я чеченец, который так неоднозначен. Я бы поднял бы свою шляпу и сказал, молодец, Танзил. Вот так нужно, я укор нашим чеченцам сказал бы вот так. Вот смотрите на эту Танзилу Чебиеву, молодец, она вот так, вы должны, чеченцы, не спать там в этих кабинетах. Вы 70 лет вот так проспали нашу Чечню, дали это
карт-бланш этим ингушским выскочкам. И вот сейчас вы снова это просиживаете, эти кабинеты в Чеченской Республике, даете карт-бланш этим ингушам. И вот у меня, я бы сказал бы, укор чеченцам, я бы признал бы заслуги этой уважаемой мадам. Нет у него никаких заслуг, только внешность. И как мужчина, я же мужчина, у меня есть глаза, я поэтому и смотрю. И тело, и причесочка, и как нужно она подает себе. И вот, конечно, приятно. Они, как эти ингуши восхваляют эти. Ну, понятно, это ваша принцесса, я признаю, осетинская она или ингушская, я не знаю, чья она принцесса, но чья-то есть. Поэтому муж для чего? Чтобы немножко сдерживать, чтобы лошадь, вы когда-нибудь садись на лошадь, я сел, первый в своей жизни сел на лошадь, она меня не слушалась, и оказывается, там нужно было несколько вот этих. А мне не сказали. Я один раз круг сделал, второй раз круг сделал, третий раз круг сделал. И она меня не слушает. Я говорю, стоп, 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 не слушать. А мой брат потом смеется и говорит, ты должен вот так ударить сзади, только тогда она остановится. И вот точно так же, если вы женаты, если она чистится вашей женой, товарищ, ингуш, осетин, чеченец, неважно, ты человек. Она женщина, она кавказская женщина. Даже она не чеченка, она ингушская, мы должны уважением относиться к женщине. Но вот у вас, у ингушей, это такая тонкая политика, вы вели тонкую политику у нас в Чечне, в городе Грозном. Вот с новой тонкой политикой первый фронт поставили этих женщин и стариков, чтобы мы, чеченцы, ничего не смогли сказать. А мы скажем, если это наркоман, мы укажем, что это наркоман. Если это проститутка, мы скажем, что это проститутка. Неважно, политическая она или по своим личным соображениям пошла по кривой дорожке. Это нам не важно. Поэтому я не знаю, поэтому, товарищи, мужья, следите за своими женами. Чтобы потом вам даже мне это не будет приятно. Она чья-то мать. Я тогда говорю, я всегда говорю, что чья-то жена, чья-то мать, чья-то сестра. Мне понравилось бы, кто-то моей сестре что-то сказал, не понравилось бы. Точно так же. Но я знаю, я как мужчина, я должен следить за своей сестрой, чтобы она не натворила. Понятно, это приятно всегда, когда тебя хвалят, когда тебя возвещает. Ты не киноактриса. Тамара Яндиева у вас только одна. Вот она была киноактрисой, весь Советский Союз, даже в Индии ее знают про нее. И мы восхваляли Тамарой и хлопали в ладоши, потому что она кинозвезда. А вы, товарищ Танзила Чабиева, Танзила Заурова, Марьям Ялхарой, вы не кинозвезды. Вы понимаете, у вас ученая степень, у вас какая-то вот это. И вы должны а не фальсифицировать это, не выдумывать, не обманывать, не вводить в заблуждение, а рассказывать правду. Вот если вот вам, вы никого не испугаете. Знаете, мы, чеченцы, пережили последние 20 лет, 2 чеченские войны. Сколько нас этих русских, меня сколько к стенке ставили, сколько меня забирали. Чуть многие газеты вышли с статьями про меня. Я просто... Это, знаете, зачистках вы не были. Вы это не можете ощутить. Это мы, чеченцы, пережили. Мы что, будем вас бояться, ваших угроз? Но так, мне кажется, мне надо разобраться сперва с этими ингушами чеченцами, которые проживают в моем городе, в моей стране, а потом к вам. Скорее всего, я не хочу начинать, не хочу это имена отдавать. Потом полиция придет к вам домой, позвонит в вашу дверь. Потом вы должны будете отвечать на некоторые вопросы. Неприятно, если это неприятно, потому что это там, вы знаете, я кручусь в таких кругах, где нет этих условностей, где нет этого четкого Вашим женам не будет приятно узнать, в каких кругах вы, товарищи ингуши, чеченцы, крутитесь,
с чем вы занимаетесь, в каких саунах, в каких клубах вы находитесь. Потому что я буду вынужден рассказать, вот полиция меня спросит, вот, почему вот этот человек, почему вы так говорите. Я должен буду рассказать всю эту историю, как я с ним встретился, где я с ним встретился, ходили ли к нему в гости, ходили он к нему в гости, какие у него окружения. Это все я должен буду рассказать. Поэтому я не хочу это рассказывать. Лучше вам молчать, знаете, дорогие мои. И я замолчу, мне это не надо. Знаешь, всю свою жизнь я никогда нигде не выступал, ни по телевидению, нигде. Да, про меня печатали статьи, очень. В 95 году, да, в 2002 году очень много статей про меня. И я-то молчу, вот вам кажется, вы, а если не надо делать, вот неудобные вопросы в вашей семье, это полиция не будет разбирать, что у вас рядом, у вас жена стоит или ваша теща стоит, и она сразу задаст вам вопрос неприятный. Так что, товарищи, лучше не надо провоцировать меня, вот живите себя, вот это. Если вы большие патриоты и мужчины, пожалуйста, чемодан, вокзал, самолет или поезд, Израиль. Там добывайте справедливость. Вы же всю свою жизнь жили то же самое, город Грозный, не хотели Израиль. Когда русские начали стрелять, до этого все прибрали к своим рукам, все отправили в город Назрань, а потом последним поездом сели и уехали. Ой, я не знаю, что со мной. Я не хотел это начать. Я 2 ролики своих не поставил. Все это снял, не поставил. Сейчас тоже вот это стоит ставить, не стоит. Это же разговор никуда. Это же разговор, я не знаю. Как вам? Как с вами вот здесь действовать? Давайте я лучше закончу. Вот такие дела, товарищи, чеченцы, ингуши. Мы оказались в очень плохом ситуации. Казалось бы, нет военных действий, нет и бомбежки, вот это. Но война идет, вот, граница, там пропасть между нами. Боевые действия идут во всех сторон. Кто-то нас использует, меня никто не использует, мне никто не платит, мне никакие гранты, ничего. Я сам зарабатываю свои деньги. И я волен, я свободный человек, как чечен, волен своим мнением поделиться. Меня никто не остановит, не ограничит в этом своем выборе. Вы многие имущие, которые там этих площадей выступаете, бегаете, это сочиняете сказки, вам платят. Вы получаете зарплаточку. Неважно, это гуцерия, порядочный гуцерия, или этот, я знаю, дагестанский миллиардер, или ингушский миллиардер, или русский миллиардер, неважно, кто вам платит. Но это вот, вы на зарплате, это Танзилович Абиев, это Танзилович Зауров, это русский Бузуртан, это всем ингушам. Яхароева, вот это Абадиев, вот это Сарзин Султигов, Рамзан Султигов. На зарплатах вы сидите, все сидите на зарплатах, кто-то вам платит, ваши хозяева вам говорят, и вы как собачки накидываетесь на нас. Оставьте нас в покое, не надо травить нас. Мы знаем, мы не шуганые, мы, знаете, таких шакалов или таких собачонок, знаете, сколько раз в своей жизни видите? Вам кажется, вы вот это набросите, вот это все, кушка вот это. Нет, у вас ничего не получится. Смелость, она должна быть смелость. Героизм рождается в сказках, нашских эпосах ингушей. Оно или бывает, или его не бывает. Вот история нам показала, где героизм, где мужество, и где предательство, где ложь. Вот единственное, я признаю ваше это, вот у вас скрытое вражда, вот лгуны вы все, вот мастера шпрекать по-русски и вруны. Вот есть 2 достоинства, которые я определил. Вот вы несметные вот этом рекордсмен, конечно.
товарищи чеченский историк, писатель, журналист. Я вам просто рассказал, вот это очень легко. Потратьте один день, пожалуйста. Вот целый один день вот в поисках вот этих. Сядьте в интернет. Если у вас есть интернет, сядьте там, поищите информацию. Это очень это сложно. Ингушский университет, вот этот НИИ Чахикиева, потом Грозненский университет, вот Грозный, вот очень, 57 год, вот после высылки, где, как ингуши, вот везде это, что они делали. И вот это после 94 года. До 94 все они оставались в городе Грозном. Это Ялхароев, это Архигов. Вот даже этот прискакал, вот Идрис Базоркин в самом конце поселился в городе Грозном, который всю свою жизнь избегал. И в эту мирную Ингушетию оставил, свои Ингуши, он почему-то чеченцам пришел. Вот это тоже. И вот это, скорее всего, возглавит, вот, он же возглавлял всю свою жизнь, вот эту борьбу античеченскую. Он там подпольно. Потом прискакал в Грозный и вот решил вот этот, вот. Поэтому они все там до последнего дня находились в городе Грозном, чтобы прибрать все чеченское своим рукам. Музей опустошили, библиотеки опустошили, все опустошили. Все, что могли, взяли с собой. Эти научные труды, эти академические вот эти труды, все, что можно было, забрали с собой. И последним поездом уехали этот Азрань. Понятно, если это было бы не так, как я говорю, вы бы там не возникали, вы бы там античеченской пропаганды не проводили. Это жителям Чечении, Ингушетии, жителям города Грозного, которые некоторые родились там, прожили всю свою сознательную жизнь. Ты, мадам Ялхароева, ребенком, там, годовалым ты приехала, вот это, ты придумал историю, что в 61 году, хорошо, 4 лет тебя был, сколько тебя было там лет? Ребенком ты в садик ходила в городе Грозном, школу окончила в городе Грозном. Высшее учебное заведение Грозный пединститут поступила, университет который. Все вот там, директором школы ты был в городе Грозном. Потом был в Промысловском райпо, вот это район отделения образования. Вот там ты чиновница стал. Потом вот это очень тебе карьера. Потом в 91 году стала диктором на чеченском телевидении. Ты вот это же непросто, это все, это очень странная вещь. Это только одно имя. Дархигов то же самое, один. Он как высылки прискакал, сразу же в город Грозный. В 57 году попал учиться, пошел сразу в университет. Через год 21-летним подростком, представляете, что должно быть в голове у человека 21 лет? После выселения, после депортации, после такого стресса приехал в Чечню, он лазил по этим чеченским горам, ища ингушский след. Вот фальсифицировал. Не отходя от кассы, сразу как закончил этот университет, сразу туда поступил на работу, сразу, очень странно. Это рука вот этого 48-летнего вот этого Идриса Базоркина к тому времени. Чувствуете, все они из Владикавказа, вот, да, как это, Исаак Адзой тоже мне показалось странным, как он стихи вот это по высылку, из-за этого его на 4 года ссылки. Вот это тоже вот. Кукловод у вас был один, конечно, Идрис Базоркин, это несомненно, там нет сомнений. Это мог бы быть и Зязиков ваш, его расстреляли в 29 году. Вот такое странное. Ой, столько я наговорил. Извините меня, пожалуйста, я уже устал. Это может, это какое-то сумасшествие. Как это так может? Это же ад без конца. Когда оно должно закончиться? Почему мы чеченцы должны за это переживать? Почему мы должны отбиваться от этих ингушей никчемных? Вам не стыдно, товарищи ингуши? Как вам не стыдно? Какие вы наглые люди.
Какие вы бесцеремонные. Я... Вот это удивляет меня, вот эти женщины, которые... сделал вы откуда взяли? Вот по бумажкам вы все кристально чистили. Вот поведение вашей женщины меня настораживает, как чеченцев, как мусульманин. Вот настораживает. Вот так же нельзя, замужние женщины так себя ведут. Мы же не можем им предъявлять. А потом скажут, у них есть муж. Вот это героизм мужчин, конечно, удивляет. Если это так было бы легко, это было бы так просто, знаете, сидеть там в этих кабинетах зачохлых, депрессивно этом озрании, сочинять эти сказочки. Вот Оливер Твист, это вот тоже ваш национальный герой. Можете, конечно, он чеченец душой и сердцем, но можете себя присвоить. Вот скажете, это Чарльз Диккенс у нас украл, этот 25-летний англичанин наглый украл у нас национальный герой. У вас же есть такие глупые герои? Почему Оливер Твист не может быть вашим национальным героем? Если он был героем для Тома и Джерри, я вот советую вам посмотреть Том и Джерри мультфильм, сериал. Вот их детство Тома и Джерри, вот это основано на романе Чарльза Диккенса, вот Оливер Твист. Очень впечатляющий. Вот вам 5 копеечек, ваш адрес. От меня, я вам никто, конечно. Но так я думаю, вот мне сейчас очень стало просто, очень стало спокойно. Раньше я очень возбуждался, волновался, и вот возмущало мне их поведение. А сейчас мне пофиг, пофиг. Это, если вам кто-то пальцем указывает, это ваша вина. Если на ваших женщин кто-то пальцем указывает и что-то говорит, это тоже ваша вина. Значит, вы не усмотрели, значит, вы не досмотрели. Мы, чеченцы, не должны на берегу Каспийского моря их искать и эшелоны ваши отправлять. Это не наши прерогативы. То же самое, но не наши прерогативы, вот это ваших сумасшедших домохозяек проводить чувства. Для них и братья есть, и мужья есть, и отцы есть, и матери есть. Вот таким небольшим историческое вот это, ой, сколько информации, кошмар. Я сейчас запутаюсь, конечно. Зря я это, знаете, я просто некоторых героев не хотел рассматривать. Сейчас я начал про них собирать информацию, и вообще голова кругом идет. Так что, ой, Бангкок, все, не скоро мне обратно туда ехать. С удовольствием приеду к вам в гости. А мог бы просто приезжать гостем в Ингушетию, куда-то еще. Без этого неприязнь, это очень плохая. Даже выгоды получатели не мы, чеченцы, не вы, ингуши, а ваши враги. Вас легко затоптать, вас легко стереть с лица земли. Эта история просто показывает. Вдруг захотели русские вас присоединить, осетины присоединить. Захотели присоединить вас, чеченцы, присоединить. С вами как туалетной бумагой пользуются. Захотели использовать, используют. Захотели вышвырнуть, вышвырнуть. Вот сейчас вам кажется невозможно, это возможно. Вот захотят вас лишить снова этой ингушской идентичности, лишат. Кто вам придет, кто вам поможет? Никто. Вы никто. Вы манкурты, я не знаю, кто вы такие. Вот самое-самое-самое какое-то... Хорошо, что вы от нас ушли. Хорошо, что мы больше к вам никакого отношения не имеем. У вас свои границы, у вас свой парламент, своя правительство, свои эти подлые, не подлые, это великие ученые, это свои сказочники. Хорошо, что вы вот так вот. Это, мы просто будем смотреть сдалека на вас и слушать, что вы говорите. Вот это ваше подвиги, это ваше геройство. Так что, дорогие мои,
Хочу с вами попрощаться. Конечно, вот это что значит? Вчера снять 2 ролика, его не поставить, а сегодня так разойтись. Это, между прочим, идет дубль. Представляете, какой у меня талант скрыт? Вот талант. Это очень сложно. Если вам кажется, так легко говорить о чем-то, это не так просто. Когда я учился, когда вы бегали там, не знаю, ходили на этот родник к мальчикам, я учился. У меня они предвзято. Если вы что-то будет хорошее, я буду говорить, что вы хороший. Если что-то плохое, конечно, вам нужно указать на это. Иначе как вы поймете? Вы никак не поймете, что вы не правы. Вам кажется, вы забрались, врете каждый божий день. Уже 33 года врете, и вот все эти прибежали к вам из Чечни, прибежали к вам, хотя они никакого преступления не совершили. Это советская власть совершила против вас это преступление, присоединили к нам, чеченцам. И вот это они почему-то покаялись перед ингушами, которые азране там жили. И вот они, все чеченские эти ингуши, которые осетинские, понятно. Вот, сперва они были осетинскими, родились там, вот прискакали к нам в Чечню, чтобы нас. Вот мы теперь знаем, почему вы все находились в городе Грозном. Почему вы все вот это заняли, все эти должности, руководящие посты, все эти научные деканаты. Вот сейчас для меня вообще понятно. Зачем? Зачем? Потому что вы решили украсть чужое и присвоить себе. Вот поэтому. Это очень сложно говорить на таком эмоциональном тоне. Давайте, да, ребята, пообщаемся с вами. Не пожалейте лайки. Мне это не надо, если честно, знаете, я уже 700, у меня очень много закрытых роликов. Есть много роликов, которые я даже не стал ставить. И вот мне ничего не надо, просто это чтобы продвижение. Хотя бы один чеченец, хотя бы один ингуш. Посторонний, непредвзятый, чистой душой, чистым сердцем. Неважно, чеченец, ингуш, вот неважно. Порядочный человек, хоть одному прослушает, и то мне я рад. Потому что я очень многих заблокировал. Этих провокаторов всех заблокировал. И поэтому немножко рейтинги я, конечно, упал. Но ничего страшного, 1000 просмотров я до сих пор собираю. И то это неплохо. Я же просто так болтаю. Без красивой картинки, без всего вот этого. Так что еще у нас есть время, будем говорить. Потом я буду решать, что мне делать дальше. Конечно, я никогда не прекращу свою творческую деятельность, никогда не прекращу свою правозащитную деятельность, свои вот эти вещи, которые я всю свою жизнь ношу с собой, и это я сделки со совестью не буду соглашать, тем более я вас не боюсь, бояться нечего, потому что, знаете, это мы уже эту школу мужества прошли в Грозном под бомбежками, так что, товарищи ингуши, это вам не дай Бог, что-то у вас случится. Один выстрел Назрани, все, Ингушетия пропала. Некому его будет защищать, потому что такие люди, как Руслан Бузуртан, Идрис Абадиев, Сараждин Султикер, Марьям Ялхарой, Танзила Чабиев, Нокин, Танзила Заура, вот это, Руслан Далгиев, это Амин Парчиев, вот это, все Магомед Албагатия, то историк, то писатель, непонятно, войнахские, не войнахские, эти сайты, которые хотят нас, чеченцев, завести в заблуждение. Вот такие политики, это ичкеринцам, они говорят так, чтобы специально, чтобы нас, чеченцев, разделить. Вот все у вас нечисто, товарищи мужчины. Вам я не верю. Вот осетинам я верующий. Сейчас это осетин со мной, один чеченец, он оказался в сложной
ситуации, это был бы ингуш, чеченец, дагестанец, кабардинец, балкарец, дардинец, лезгин, мне пофиг. Я бы пустил бы свой дом, потому что если я могу помочь человеку, я помогу. Вот он осетин, вот он мусульманин был, вот я не верил, я верил в эти ингуша. А сейчас нет. Я понимал, как я заблуждался, как я ошибался насчет них, как я идеализировал их. Их писатель Идрис Базолкин, Саид Чахти, ой, какие они молодцы, оказывается. Оказывается, большие молодцы. Но это нам еще предстоит разобраться в этом каше. Придется, нам нужно быть честным, непредвзятым. Кто, вот Саид Чахи, вы слышите это имя? Нигде не слышите. Только я знаю, как чеченгуши эти. Вот Саид Чахи не услышите. Вот Иси Кадзыва вы слышите. И Идриса Базоркин вы слышите, все вот это. И вот это странное у них, вот это странное, вот теперешний, который Ибрагим Дальхигов, это его потом тезка тоже, вот этот краевед. Очень, очень странная история у них, если честно. Ой, я сегодня не прекращаю вещать. Вот такое. Смешно, да. Это Том и Джерри, я вспоминаю. Как он такую улыбку, вот он решил рассказать свое несчастное детство, как он бедный там шатался. Вот это Оливер Твист. Спасти Оливера Твиста. Я заглавил сегодняшний свой вот этот рассказ с спасением Оливера Твиста. Чеченца имеется в виду, вот чеченца душой и телом. Я не знаю, может он списывал вот этот образ из чеченца, вот Чарльз Диккенс, конечно, я не смогу его спросить, это писатель великого. Вот как бы казалось, потому что он потом, вторая его книжка была, тоже прочел в детстве, «Большие одежды». Вот это очень такой, тоже очень такой впечатлительный роман. А вот этот роман над пропастью воржи с Джереми Селлинджера, по-моему, Джереми Селлинджер, я могу перепутать имя, фамилию. Вот этот знаменитый роман над пропастью воржи тоже вот впечатлил меня, вот этот Том Оливер Твист меня десятилетним впечатлил. Вот этот Том Сойер, вот Гилберт Финн, вот это. И вот потом я над пропастью воржи 14-15-летним подростком прочел эту книжечку. Вот это, потом с Франсуа Саган, вот это немного воды холодной, немножко солнца холодной воде, потом Харпер Ли про эту Великую депрессию, вот это по этому подростку, вот этот Джимми, вот это убить пересмешника. Советую, товарищи, к сожалению, вот этот Джереми Селлинджер запретил снимать по своей повести романа вот этот фильм «Над пропастью воржи». Скорее всего, давно был фильм снят. Вот «Убить пересмешника» фильм вы можете спокойно посмотреть. Желательно посмотрите старый вариант 30-х, 40-х годов. Очень красивый. 50-х годов, может быть, да. Вот этот Оливер Твист тоже есть 48-го года фильм и 2005 года. Вот этот Роман Полански, мне кажется, он правильно подобрал вот этот актера, все вот это, да, можно посмотреть. Даже Тома Джерри, посмотрите детство Тома Джерри, и вы поймете, что такое Оливер Твист. Да, очень похожи два братья, как у нас с ингушами, казалось бы, две родственные народы, два братья, вот совсем разные, очень разные. Достоинство чеченцев ни в каких ситуациях не теряют. Вот ингуши, даже у них нет ничего, потрясение, все, республика состояла, все у них есть, но все равно такая истерика, такая паника у них. Как будто бы, я не знаю, не предназначены для мирной жизни. Мирное время сейчас, никаких военных действий не было. 25 лет тому назад в Грозном все это
то, что случилось, это случилось с чеченцами, а не с ними. Вот они, вот у них вот это поле битвы, мирное время. Женщины и старики. Вот ни одной чеченской женщины против ингушей, ни одно слово я не видел. Ни один старик не выступил против чеченцев. Вот ингуши, вот их все эти дамочки, домохозяйки, вот эти все эти старики полуумные, да, нам приходится вместо того, чтобы заниматься собой, своей культурой, своей историей, вот отгрызаться от этих провокаторов, от этих интриганов. Надеюсь, они когда-нибудь успокоятся, но так думаю, их кто-то приведет в чувство, скорее всего. Рамзан Кадир, как они пишут мне, мы поставили, мужчина, на тебя болт, вот Рамзан Кадир на них поставил болт и правильно делает, не замечает их. Они кто такие? Они никто. Вот такая небольшая зарисовочка. Пока-пока, с вами был Одинокий Джейсон. Конечно, я хотел бы очень много рассказать, так как у меня нет вот этих профессиональных навыков, вот этого ораторского мастерства, вот это как у этих ингушей, которые всю свою жизнь шпрекают по-русски, в своих семьях говорят по-русски, а потом вдруг просыпается у них патриотизм. Это не в самом Ингушетии, где-то далеко они живут, вот, топят за это великое Ингушетие. А вместо того, чтобы... Если я был бы таким патриотом чеченцем, я тут не сидел бы. Я бы уехал бы в город Грозный восстанавливать все вот это, справедливость, все вот это. Нет, поэтому я и сижу в этих студиях. То в Бангкоке, то в Нью-Йорке, то в Париже, везде, где я могу сесть и рассказать про вас, товарищи мужчин. Надеюсь, я желаю всем хорошим, порядочным людям добра, мира. Хорошим людям должно вести. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.